Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Alive. И сегодня у нас прогноз на ваше ближайшее будущее, а точнее на ближайшие 10 дней. Мы посмотрим на 4 колодах, что же вас ожидает, основные события ближайших 10 дней, основная энергетика, да, и, естественно, послание высших сил, русалок и дельфинов и наших ангелов, ангелов-хранителей. Использовать я буду 4 колоды. Первая колода – это Таро, мудрости или влияние ангелов. Также это у нас оракул Ленорман, Арт М. Также послание русалок и дельфинов и магический оракул ангелов. И вот эти вот 3 колоды я сначала убираю в сторону, чтобы мы с вами могли выкладывать 4 позиции для вашего выбора. Напоминаю, что видео актуально в любой момент, когда вы его открыли. Именно с момента вашего просмотра и будут отсчитываться ваши 10 дней в этом раскладе. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю посмотреть список самых популярных видео на канале, а также перейти на канал Школа Таро Альвиен. Это мой самый главный, основной канал. Там у меня очень много видео. Там тоже можете смотреть самые популярные видео, а также плейлисты. Это любовь, работа, финансы, здоровье, расклады на будущее, послания высших сил и многие другие. И у меня есть еще один канал «Гадания, заговоры, ритуалы Карина». Поэтому обязательно ознакомьтесь со всей моей работой, которая с любовью делается для вас ежедневно. И обозначать сегодня наши позиции я буду котами. Первая позиция – кот с гитарой. Вторая позиция – это кот с пиццей. Третья позиция у нас кот-повар или кухарка. И четвертая – это кот-детектив. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А я отодвигаю наших замечательных котов, последние 3 позиции, и начинаю с самой первой. Что вас ожидает? Основные события ближайших 10 дней с момента вашего просмотра. И первая карта – это 8 жезлов. 8 жезлов – это карта, когда вы замерли перед рывком. То есть нужно обдумать действие и потом уже его совершить. Это карта стремления к чему-то. Это карта, когда все происходит слишком быстро. И, соответственно, да, вы будете в центре событий. Вам нужно будет предпринимать много активных действий, хлопот, разъездов, переездов, может быть, каких-то активных действий, да, в жизни. То есть, когда вы ежедневно много бегаете по разным местам, суетитесь, что-то делаете. Вот вы отвели детей в садик, потом побежали на работу, потом вам какие-то бумаги надо сбегать, оформить, съездить, заправиться, еще что-то. То есть это целая куча разных дел. Прибраться, приготовить. Вот. Но вместе с тем 8 жезлов всегда показывает, что ты слишком торопишься. Тебе нужно сделать какое-то основное дело. Ты идешь к какой-то цели, не забывай о ней. Поэтому продумывай свои действия. Если ты будешь слишком сильно суетиться, ты не сделаешь основное. Ты будешь распыляться на одно, на другое, на третье, на пятое, 10. И у тебя не получится выполнить ту цель, к которой ты все это время шел. И раз вы в ближайшие неделю, 10 дней собрались сделать очень многое, вот поэтому вам и нужна пауза перед рывком, чтобы тщательно продумать, а как вы все это будете делать. Иногда 8 жезлов показывает внезапность. То есть приезд, новость, разговор. Влюбленные. Карта влюбленные всегда показывает любовь. Любовные отношения будут процветать в ближайшие 10 дней, 7-10 дней примерно. И, конечно, высшие силы тут же вам намекают, что кто-то искренне к вам относится, кто-то любит вас, кто-то собрался вам, может быть, сообщить об этом, сказать, что я тебя люблю. Вы об этом можете узнать внезапно, да, по 8 жезлов.
Конечно, карта показывает иногда примирение с любимым человеком, улучшение с ним отношений. А для одиноких может показать, что присмотритесь к окружению своему, ведь кто-то давно за вами наблюдает, кто-то любит, кто-то искренне относится к вам. Вы кому-то по сердцу. На самом деле этот человек мог бы быть по сердцу и вам. Это всегда взаимная любовь. Также влюбленные могут показывать взаимную любовь с каким-то делом. Это дело любит тебя, а ты любишь это занятие. И у тебя получается, в том числе и заработать на этом, и просто делать то, что ты любишь. Хорошая карта. Карта союзов, да, карта без каких бы то ни было противоречий, потому что если ты принимаешь в себе недостатки, ты примешь их и в других людях. А вот если ты не принимаешь, тогда нужно побороться за себя. Следующая карта — рыцарь Пентаклей. Денежная карта. Но она всегда показывает определенного человека. Если это партнер, допустим, по бизнесу, то это очень честный человек. Ты с ним можешь вместе заработать. Или это сотрудник, да, но он никогда не будет ввязываться в аферизм в какой-нибудь или в манипуляции другими людьми. Если вы тщательно продумали план, по которому вы будете действовать и зарабатывать вместе, или работать вместе, этот человек согласен. Если плана нет, человек думает, что есть подвох, и придется ему доказать сначала, что ты чего-то стоишь. Карта чаще всего мужчины, но бывают и женщины по рыцарю Пентаклей, как партнеры и друзья, и бывают даже как любимые люди, когда вместе мы сила, но я обманывать никогда не буду, да. Я человек чести, говорит вам этот человек со своей картой. Я знаю, что если ты идешь в какую-то не очень приятную историю, я с тобой не пойду. Зато если ты идешь просто работать, зарабатывать, общаться с людьми, я с тобой, я готов, я тебя никогда не предам. Это именно такого типа люди. И они помогают нам зарабатывать. Потому что честных, справедливых людей на свете очень мало. Поэтому вы можете пообщаться в ближайшие неделю, 10 дней с таким человеком. И посотрудничать именно с ним. Да? Иногда бывает так, что рыцарь Пентаклей просто показывает, с помощью своей команды, с помощью окружающих вы заработаете больше денег на неделе, на ближайшие 2 недели. И у вас получится действительно увеличить свой капитал, доход, постоянный доход. То есть к вам будут постоянно идти деньги. Так, смотрим теперь Ленорман. Теперь отработала целый день с людьми. Теперь вот. Так, что же скажет Ленорман про ваши ближайшие 10 дней? Плеть. Плеть — карта ядреная. Она говорит о том, что люди могут конфликтовать. Но на основе чего, опять же? На основе острых ощущений. То есть, когда они друг друга очень остро воспринимают. Буквально есть человек, который, что бы ни сказал, ни сделал, вам это важно. Каждый его жест, слово, взгляд в вашу сторону вам важен. И поэтому вы можете с таким человеком конфликтовать. Например, на почве ревности. Он ревнует или вы, понимаете? Поэтому да, здесь в ближайшие 10 дней могут быть такие концерты, но также и дикая страсть, необузданная. То есть, когда ты анализируешь, да, вот что неровно дышишь, и человек-то к тебе тоже. Поэтому здесь могу сказать так. Попробуйте брать себя в руки по поводу этого человека и постарайтесь как-то хоть немножечко не вступать с ним в конфликты по поводу того, что он там сказал, немножко сделал не так, как вы этого хотели. Так, смотрим дальше. Змея. Видите, из-за чего будет сыр-бор, да? Кто-то мутит воду. Змея показывает человека, женщину, которая вносит раздор. Почему будет конфликт? Почему будет спор? Человек вам важен, а она знает это и манипулирует. Она знает, на какие кнопочки надавить, чтобы у вас мог получиться конфликт. И пользуется, может подначивать, может говорить что-то вот как шпильку такую. Раз, тихонечко. Может, это общая подруга, знакомая, коллега по работе, мама, да, кто угодно, бывшая жена. Но она подначивает к тому, чтобы вы поспорили. То есть может пустить слух через третьих лиц, может сама что-то сказать. Такая карта.
Так, смотрим дальше. Что же скажут нам русалки и дельфины? Послание высших сил на ближайшие 10 дней. Благословенная перемена. Радикальные изменения принесут великие благословения. Очень хорошая карта. Она говорит о том, что все равно высшие силы вас благословили на ближайшие 10 дней. Да, у вас будет тут много хорошего. И чуть-чуть, может быть, какой-то раздор. Но высшие силы говорят, ты можешь с этим справиться, ты можешь это предотвратить. Не ведись. Да, и они благословляют на перемены в жизни, на то, чтобы было лучше, было приятнее жить. И смотрим теперь послание ангелов или вашего ангела-хранителя. Карта «Успех». Замечательная карта. Она говорит о том, что в ближайшие 10 дней вас ждет настоящий успех, что все будет хорошо. Ведь не зря эта карта выпала, да? Она говорит, что все будет у вас, особенно в делах, хорошо, в деньгах хорошо. Вы упорно потрудитесь, вы же суетиться будете, и, соответственно, потом получите свой результат в виде успеха. Поэтому ничего не бойтесь, особенно в работе у вас все будет отлично, в финансах будет все отлично. Идите вперед и побеждайте. Вот такая у нас первая позиция. А мы идем к позиции номер 2. Что вас ждет в ближайшие 10 дней? Я примерно так говорю всегда, неделя, 10 дней, да? То есть второй не может быть таких вот ровно ограниченных сроков. Итак, наш кот спицей. Объедун какой. Смотрим. Ваше будущее. Что хотят сказать высшие силы? 8 пентаклей. Прилежный, планомерный труд. Может быть, по чек-листу, да, как сейчас говорят. Модные слова у нас есть. Чек-лист. Раньше бы сказали, план составь и работай по плану, как бухгалтер. Сейчас нет. Сейчас чек-лист. Установи приложение для чек-листа в своем смартфоне. Туда заноси свои планы на будущее. И чек-лист будет работать на тебя. Если вы действительно планомерно так подойдете к своей работе, у вас все получится, и вы будете очень продуктивны, вы получите доход. Мало того, что клиентов, да еще и доход. Если у вас работа на хозяина, хотела сказать, у тебя есть хозяин, нет, работа на начальника, допустим, штат сотрудников, вы один из сотрудников, да, работаете где-то. Карта показывает, что у вас будет очень продуктивная работа с хорошими результатами, показателями в ближайшие 10 дней. Так, смотрим дальше. Император. Прекрасная карта. Она говорит о мужчине в первую очередь. Это человек, который чем-то руководит, кем-то руководит или является главой семьи. Конечно же, карта император говорит, что вы пообщаетесь с очень важным мужчиной в ближайшие 10 дней, и это будет очень хорошее общение, большой результат от этого общения. И также иногда она показывает, что вам в руки может попасть власть, особенно если вы мужчина, займете верховное положение где-то. Вообще, карта императора, она дает вкус власти, если честно. То есть, если вы даже женщина, вы можете ощутить на языке этот вкус в ближайшие 10 дней над кем-то. Власть над кем-то или над чем-то. Или над коллективом. Понимаете? Все зависит от обстоятельств на самом деле. Но упала карта рядом с работой. И все-таки с 8 пентаклей. А это значит, что власть может появиться у вас на работе. Хотя бы даже на время. Конечно, это карта больших денег. Мол, ты хорошо, упорно поработал, тебя оценили, ты заработал и получил власть. Но иногда это просто общение с мужчиной, что он тебе говорит, как классно работаешь. Я тебя хвалю, даю тебе премию. Тоже вариант такой возможен, конечно. Смотрим следующую нашу карту. Какая красивая карта, 7 пентаклей. Тут женщина ухаживала за садом. Ангел-хранитель ей помогал. И она получила свой урожай, свои результаты. Ведь вы тоже наверняка за чем-то или за кем-то ухаживали длительное время. Скорее за чем-то, да, за вашей работой, продуктивность была на высшем уровне. И вы знали, вот такой-то проект или такое-то детище у меня есть, да. В итоге это детище приносит результат в ближайшие 10 дней. И причем очень хороший результат. Вы можете собрать урожай. Вы можете
больше получить денег и больше клиентов или каких-нибудь результатов от своей работы. И все 3 карты это показали, что вы невероятно продуктивны и у вас все получается. Для тех, особенно кто ищет работу, да вы уже будете работать в ближайшие 10 дней совершенно точно. И вам какой-то мужчина в этом поможет. А вот про личную жизнь мало здесь. Даже несмотря на императора, который для женщины может выступать как муж, но тогда это с мужем обычные, обыденные ежедневные отношения. Причем он приносит зарплату, плюс ты работаешь, допустим. Если ты даже не работаешь, он принесет зарплату, он очень хорошо поработал. Получил свои результаты. И вот сказать, что это страстные отношения, романтические, я здесь не могу. А скорее обычные, обыденные. Но это эти спокойствия, да. Ведь жить на пороховой бочке невозможно постоянно. Даже если это дикая страсть, ты не можешь ее поддерживать годами. Ты же не Анджелина Джоли и Брэд Питт. Так, смотрим теперь наш Ленорман. Что еще вас ждет в ближайшие 10 дней? Книга – это тайна и изучение. То есть, когда мы видим карту книга, мы понимаем, может быть, что-то придется читать, изучать. Вот я сегодня прочла целую книгу, целую большую книгу. Причем я как Юлий Цезарь. Мне приходится делать по 3-4 дела одновременно. Но я прочла книгу. Вот. И тут также, вот, может быть, в ближайшие 10 дней вы уделите 2 часа, чтобы прочесть книгу. Целая книга читается 2 часа, 2-3 часа. Если она не очень большая, среднего размера, это 2 часа. Если побольше, 3 часа. На самом деле, если вы садитесь читать. Если вы нормально читаете, с хорошей скоростью. Если вы чувствуете, что вам не хватает саморазвития, возьмите уже эту книгу, да прочтите, что вам 2 часа жалко. И вот эта книга, она и говорит, что, может, тебе там уже пора чему-то поучиться, почитать, а ты давно себе не позволяла, вот как я, да, и надо уже развиваться или учиться чему-то. То есть кто-то сейчас идет на курсы, на онлайн-обучение, да, книга. Ну, а также тайна. Вот смотрите, кто-то от вас чего-то скрывал. И в ближайшие 10 дней, скорее всего, это раскроется, и вы узнаете, что это было. И понравится вам это или нет, скорее покажут сейчас следующие карты, но все-таки, когда тайна раскрывается, это как камень с плеч, потому что жить в неведении гораздо хуже. Книга иногда показывает получение каких-то бумаг. Может быть, вам нужно получить важные документы. Якорь. Вот тайна будет нейтральная на самом деле. Якорь – нейтральная карта. Карта стабильности и, даже тяжела на подъем. То есть, может быть, вы узнаете тайну человека, который тяжел на подъем, которого не расшевелишь. Но эта тайна не будет вас расстраивать. Нет, вы ее воспримите спокойно. Якорь показывает стабильность в жизни. А ведь у вас и правда очень стабильные карты. Когда ты живешь и в жизни не скачкообразно что-то меняется. Нет, не скачкообразно. А ты как-то вот ровно плывешь, да? Ты делаешь свое дело. И оно у тебя есть. Я бы так вот это назвала. Хорошие карты. Давайте посмотрим послание не ангелов, русалок и дельфинов. Так, что же они скажут на ваши ближайшие 10 дней? Успокойтесь. Выделите время, чтобы расслабиться, успокоиться, насладиться одиночеством и позаботиться о себе. Так вот, успокойтесь, потому что у вас будет ровная жизнь. Так, и смотрим теперь послание ангела, вашего хранителя. Что же скажет карта? Позитивное намерение решает все в нашей жизни. Вот объясню почему. Если у вас есть хорошее, позитивное, доброе намерение, высшие силы будут вас что делать? Поддерживать. Если же у вас есть злое намерение, вас либо поддержат только темные силы, либо не поддержит никто. Все зависит от того, на каком вы уровне находитесь. Чаще всего у людей есть позитивные намерения, но они их не видят. Почему? Потому что они погружены в негативные мысли. А вот если вы мыслили бы позитивно, о чем бы вы думали сейчас? Задумайтесь над этим, сконцентрируйте свое внимание на чем-то хорошем. Давайте представим, что у вас есть мечта, и вы сейчас эту мечту исполнили. Вот она каким-то чудесным, невероятным образом сбылась. Кто-то хочет выздороветь от страшной, неизлечимой или хронической болезни, которая
ну, на самом деле не может вылечиться, да. Кто-то хочет машину, кто-то квартиру. Довольно неподъемные деньги для некоторых. Кажется, безвыходно, да? Кто-то хочет долги отдать, довольно крупные. Иногда это большие суммы. И кажется, у меня нет выхода. И ты начинаешь думать, нет выхода, нет выхода, нет выхода. Это позитивная мысль? Как вы думаете, позитивное ли это намерение? Нет, это негативное. Правда? А если... Ну а что вам стоит? Хотя бы, да? Что вам стоит представить, что это можно вылечить, погасить эти долги, или заработать эти деньги, или чтобы они у вас просто появились, купить эту квартиру, этот дом или эту машину? Что вам мешает это представить? Вам что, трудно? Больно от этого? Неприятно? Вам тяжело представить? В чем проблема? Почему люди с легкостью думают негативные мысли и имеют негативные намерения, а позитивные им сложно представить и думать? Как вы думаете, почему? У них стоят блокировки. Но вы эти блокировки можете разрушать. Просто представьте, вам это ничего не стоит. Представьте, что вы попали в сказку, в приятный сон, в параллельную реальность. Это будет ваш первый шаг к тому, чтобы решить ваши проблемы. Позитивное намерение. Карта показывает в ближайшие 10 дней. Если вы будете иметь позитивное намерение, у вас что-то все-таки начнет сдвигаться в лучшую сторону. Вот такая позиция номер 2. Позиция номер 3. Наш кот с хлебом, да? Повар испек хлеб. Я считаю, это прекрасно, конечно. Недавно кому-то говорила на консультации. Мне сказали, что профессия печь хлеб. Я говорю, лучше этой профессии невозможно придумать. Ты кормишь людей. Ты делаешь для них ежедневно невероятное добро. Ведь лучше, чем накормить людей добрым теплым хлебом, миссии, наверное, и не представить. Хлеб. Ну, давайте посмотрим, дорогие наши хлебы. Императрица. Прекрасная карта под стать нашему коту с хлебом. Вот она-то как раз и печет дома хлеб. Она всех кормит, она для всех является матерью и женой, и очень любящей и прекрасной. Может быть, вы столкнетесь с такой прекрасной женщиной в ближайшие 10 дней или неделю. Иногда мы приходим к доброй подруге или к нашим родственникам, а там лучше дома, чем у нас. Я сталкивалась много раз с такими вещами, потому что я не хозяюшка. И ты приходишь, а там так уютно, так хорошо, так чисто, как в больнице, только лучше еще и с красивой мебелью. На стол накрыто, тебе чаю наливают. Не ты наливаешь, а тебе. И вообще тебе там что-нибудь еще в тарелку положат. Думаешь, Господи, какая ты императрица! Как же я тебя люблю! Хотя бы здесь я испытаю это домашнее тепло, уют. И чтобы, как в детстве, бабушка, мне кто-то налил чаю. И ты уважаешь такого человека. Любишь такую подругу или родственницу. Бывает, так приходят к маме. Это наиболее хороший вариант. Ну или к самой бабушке, если она жива. И это еще прекрасней. Императрица – это олицетворение такого человека. Домашнего, приятного. Ему не надо работать. Ему нужно просто заботиться об окружающих. Это карта богатства, процветания. Она говорит часто о беременности. Может быть, вы узнаете о чьей-то беременности в ближайшие 10 дней, а может быть, о своей. А вдруг вы – это императрица? Для мужчины это незаменимый человек. Ведь прийти домой, где тебя ждет такая женщина, это самое высшее счастье. Если ты ее оценишь, ты будешь на 7 небе. А вот если, не дай бог, ты ее обидишь, твоя жизнь изменится только к худшему. Такую женщину обижать нельзя. Давайте посмотрим следующую карту. Наша сила. Сила – прекрасная карта. В ближайшие 10 дней вы обретете силу, энергию, мощь. А может быть, выздоровеете от какого-то коварного заболевания. Или пойдете на поправку. Может быть, вы в последнее время чувствовали усталость. Так вот, сила говорит о том, что вы обретаете свою силу заново.
Силу, молодость, резвость. Прекрасно, прекрасно. Но сила также показывает момент покорения. Во-первых, покорение своих собственных внутренних страстей. Когда вы просто берете и обуздываете свои инстинкты. Ну, что такое инстинкт? Порыв, да? Порыв. Вот есть, например, собачка. У меня дома, да, собачка. Если сейчас на улице залает другая собачка, моя собачка как бешеная полетит лаять на балкон. У людей также, вы знаете, если их кто-то провоцирует, они начинают беситься. Это называется инстинктивный порыв. И не так-то просто уметь сдерживаться. Так вот, вы научитесь в ближайшие 10 дней. А также это карта приручения кого-то. Ну, то есть человек со сложным характером, которого ты приручаешь с помощью своего тепла, любви и душевности. Когда ты можешь выслушать, лев становится ручным. Хорошие карты. Смотрим следующую. Прекрасно. Туз пентаклей. Ну, лучше на самом деле и придумать-то было невозможно в третьем раскладе. Счастливые карты. Вам выпали счастливые карты. У вас очень счастливые 10 дней. Знайте об этом. Туз пентаклей – это талисман. Талисман в колоде Таро. Если вы возьмете туз пентаклей и положите его себе в кошелек или в виде талисмана на шею, или на футболке, как ношу его я, вам придет достаток, богатство, процветание, успех в бизнесе, успех в труде или успех у вашего мужа, например, у близких. Вы будете жить богато, процветать. Но здесь это тоже означает, что вы скоро будете жить богато, и в ближайшие 10 дней вам придет большая удача в виде денег или решения каких-то финансовых проблем. Отлично. Давайте посмотрим, Ленорман что скажет. Что же вас ждет в ближайшие 10 дней? Кольцо. Вы вытянули джекпот. Вы знаете, третья позиция. Благодаря этому хлебу, а хлеб – это символ достатка, богатства, процветания, вы вытянули весь джекпот наших колод. Это счастье. У вас будет прекрасные 10 дней, потому что еще и выпало кольцо. Во-первых, это может быть подарок, знак внимания, признание в любви. Когда любимый человек рядом, судьбоносное знакомство. Вы знаете, бывает такое, когда ты встречаешь кого-то, кого как будто бы знал всю жизнь. Для одиноких это знак. И это может быть предложение руки и сердца, брак или чья-то свадьба. Может быть, вы скоро погуляете на чьей-то свадьбе. Замечательно, правда? Смотрим дальше. Башня. Башня – это не как в колоде Таро башня 16 аркан, а 19-я карта Ленорман. Это разные карты. Башня в Ленорман означает защиту, уверенность в завтрашнем дне, крепкое здоровье, жизненные силы, энергию и государственное учреждение. Бывает такое, что ты работаешь в очень хорошей фирме или хорошей конторе, да, государственной конторе. Может быть, это больница, может быть, суд, может быть, администрация. А может быть, ты туда пойдешь с каким-то делом, заключать договоренности. Но тогда это все будет очень успешно. Вообще, башня всегда показывает взлет по карьерной лестнице, рост дохода. Карьеризм часто, да. Если вы карьерой занимаетесь, она у вас пойдет в гору, но вы карьерист тогда. И вам нужна поддержка, конечно, близких обязательно, особенно семьи. Или вам нужна сама семья. Поэтому здесь, да, здесь крепость. Вот идет крепость ваша жизненная. И я считаю, что башня – это как благословение для вас. Что скоро все получится. Ты достигнешь самых небывалых высот. Так, смотрим следующую карту. Что же скажут наши русалки и дельфины для вас? Посоветуйтесь с экспертом. А вот он, эксперт, в башне сидит, да? Требуется больше информации. Свяжитесь со специалистом. А ведь правда, в каждом вопросе есть в этом мире свой специалист. Вы сможете сейчас построить дорогу асфальтированную? Нет, не сможете, если вы не специалист по асфальту. Правда? Вы не асфальтоукладчик, ничего такого, не инженер. А вот если, допустим, попросить вас сделать то, что вы умеете, вы это сделаете на 5 с плюсом, правда? Потому что вы в этом понимаете. Поэтому не старайтесь за кого-то делать его работу. Обратитесь к тому, кто в этом разбирается.
и получите прекрасный совет. Смотрим следующую карту. Что вам скажут ангелы? Ваш ангел-хранитель. Пробуждение. Прекрасно. Эта карта, тут даже такой вот прям шар, да, прекрасный шар, кристалл или хрустальный шар, красиво. Карта показывает, что у вас идет понимание, что позитивно мыслить и быть на высоких вибрациях – это очень полезно. И вы будете искать позитивное мышление в окружающем мире, вы будете черпать позитивные мысли от окружающих, а негативных окружающих будете меньше слушать и меньше воспринимать их. Может быть, вы закроете часть негативных связей в своей жизни, которые тянут вас вниз, и создадите позитивные связи. Те люди, которые говорят вам, что все получится, гораздо лучше, чем те люди, которые говорят вам, что все будет плохо, правда? Так вот, нужно менять. Конечно, это великое духовное пробуждение в вашей жизни, и вы подниметесь на новый уровень. Вы будете более продуктивны и приблизитесь к Богу, божественному началу. И это начало новой эры в вашей жизни. Вот такая у нас третья позиция. А мы идем дальше. Позиция номер 4. Наш кот-детектив. Что же вас ждет в ближайшие 10 дней? Давайте смотреть. Карта «Мир». Прекрасная карта. Во-первых, мы здесь видим все-таки результат. Да? Карта «Мир» показывает, вы подводить будете итоги своей прошлой жизни, своей деятельности, может быть, своих ошибок, своих каких-то, ну не знаю, даже знаете, как своих успехов, да, своих побед итоги. И будете знать, что вы уже как-то немножко какое-то время ходите по кругу. Мол, следующий этап жизни еще не начался, а этот этап закончился или заканчивается. И вам нужно ставить новые цели, потому что старые цели уже достигнуты как бы. И получается, что карта «Мир» говорит, ну, ставь новые цели. Раз ты подвел итоги или подвела, нужно тогда определиться, чего ты хочешь. Что ты хочешь видеть в своей жизни дальше. Нужно сконцентрировать на этом внимание в ближайшие неделю, 10 дней, конечно. И также карта показывает, что здесь у нас беременность, да, что может наступить беременность ваша или окружающих людей. Известие о чьей-то беременности. Но иногда это беременность прекрасной идеей, что вот я поставил или поставила новые цели, да, на ближайшее будущее, и есть идея, как их воплотить в жизнь, правда? Есть эта прекрасная идея, и нужно ее осуществлять. А вы беременны этой идеей, ее нужно родить и сделать все, да? То есть вот такая карта. Иногда она показывает крепкий брак, отношения и даже предложение руки и сердца. Предложение о переезде или поездка за границу тоже бывает по этой карте. Смотрим дальше. Король жезлов. Король жезлов – это мужчина, в первую очередь. Причем он в статусе короля. Король жезлов, раз он мужчина, огненный мужчина, причем он огонь огня, он может быть довольно дерзким, ярким, харизматичным и нагловатым. Такого мужчину вы встретите в ближайшую неделю, 10 дней, и будете с ним общаться. Возможно, это ваш мужчина, если вы женщина. Но тогда он будет самодурствовать дома или в отношениях с вами. Он будет ставить свои правила. А вам придется рассмотреть, нравятся вам эти правила или нет. Будете ли вы им подчиняться или будете бунтовать против них. Если будете бунтовать, это работа неблагодарная. Такой король будет сражаться за свои правила до конца. А старые ему совершенно не нравятся. Этот король постарается сместить все то, что было до него, или все то, что было раньше. Вы знаете, также король жезлов – это тот, кто может делать себя. Он настоящий бизнесмен и хороший руководитель. Может быть, это ваш начальник. Но тогда он будет вам показывать, что давай, вот новый проект, мы будем его скоро осуществлять, догори оно все синим пламенем. Я хочу вот это.
Вы ему спрашиваете, а как мы это будем делать? Он говорит, да я не знаю, придумай. Придумай все, я ставлю перед тобой задачу. Смотрим дальше. Королева Пентаклей. Прекрасная женщина. Как король жезлов, это может быть вы, мужчина, который гадает, да? И тогда я рассказывала про вас. Так и женщина, это можете быть вы, кто гадает. Это правда. Но тогда вы Земля. Да, Земля. Я не говорю, что вы по гороскопу Земля, а вы в энергии Земли. Это значит, что энергия продуктивности. Если кубки – это беременность, то пентакли – это роды, сами знаете. И, соответственно, когда мы видим королеву пентаклей, она постоянно продуктивна. Она постоянно что-то воспроизводит из себя. И, значит, вы будете довольно продуктивны в ближайшие 10 дней, как женщина. Ну, я имею в виду в своей нише, да, там, в домашнем труде или на работе, работая по вашей профессии женской. Но рядом с таким королем женщина должна оставаться женщиной и быть спокойной, как эта женщина. И терпеть, может быть, его огненную натуру. Как-то сдерживаться, стараться найти компромисс, общий язык. Иначе ничего не получится здесь. Иначе они поругаются, несмотря на ее тотальное спокойствие. Но это может быть и другая женщина, да? Не вы. Для мужчины это может быть подруга жизни или коллега по работе, или даже мать. Он общается, она спокойная, а он прям жаром пышет. Ну и постарается она вас понять, как женщина-мужчина, да? Как бы могут быть и отношения с такой у вас. Смотрим теперь наш Ленорман, что скажет. Что вас ждет в ближайшие 10 дней? Перекресток. Нужно будет что сделать? Выбор, конечно же. Вам придется встать на развилку в этой жизни и выбрать одно из двух. Туда или сюда. Куда повернуть-то, наконец, да? Что будет дальше, я не знаю. Ведь пойди по одной дороге, может быть одно, пойди по другой, может быть другое. Да что же мне выбрать, как же мне быть, да? Но если вы не примете решение, вы так и останетесь где? Здесь, на середине этого перекрестка. А оно вам надо, принимайте любое решение, оно будет любое верным. Потому что наш путь единственный жизненный. И 2 раза мы его подряд не проходим по одному и тому же месту. Будет другая жизнь, но не это же самое. Следующая карта – всадник. Прекрасная карта. Она показывает, после того, как вы сделаете свой выбор, вы поскачете. Поскачете очень быстро куда-то. Вы поедете, возможно, у вас будет поездка. И, на самом деле, вы будете спешить в этой поездке, увидеть все новое, получить прекрасное впечатление. А может быть, к вам нагрянут гости или гость. Но в любом случае, конечно, всадник – это новости, это передвижение, это посылки, это подарки. И это знаки внимания со стороны мужчины. Активного, яркого, разговорчивого и интересного. Хорошая карта. Она что наши поездки может показывать по вот этой-то дороге, да? Что поездку к нам от кого-то. Ну, смотрим дальше. Что еще вас ждет в ближайшие 10 дней? Предупреждение от высших сил или наставление от русалок и дельфинов. Загадайте желание. Это волшебный миг. Загадайте желание и насладитесь результатом его воплощения. Загадывайте прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы знали, это желание должно быть позитивным, потому что негативные желания загадывать нельзя. Я даю вам время. Надеюсь, что вы загадали свое желание. Оно скоро исполнится. А мы переходим к посланию от ангелов. Или от вашего ангела-хранителя, да? Так, смотрим. Истина. Вам откроется какая-то истина в ближайшие 10 дней. Вы узнаете буквально правду или чью-то тайну. Также вы поймете, в чем суть нашего существования или приблизитесь к этому. На самом деле истина прекрасная карта. Она говорит, что нужно говорить правду, быть самим собой, не притворяться кем-то другим, не носить маску. И люди тебе откроются. Вы узнаете о ком-то что-то, что давно хотели узнать. Человек откроется перед вами, откроет правду. И вам нужно это будет оценить в ближайшие 10 дней. Вот такая вот у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы подпишитесь на канал Life. Смотрите другие мои видео на канале. Ставьте лайки. И
и жду ваших комментариев. Всем пока и до новых встреч!